конкурсе рисунков и плакатов приняли участие все высшие и средние учебные заведения. Особенно много было участников из детской художественной школы. Это мероприятие, оно включено в план работы городской антинаркотической комиссии, в общем, которая активно работает и которая доносит до сведения наших горожан о том, что ситуация с наркотиками, с распространением наркотиков среди молодежи, все-таки это очень актуальный вопрос на сегодня и в России, и в республике, и у нас в городе. И поэтому работа эта необходима. Я думаю, что нам нужно усилить эту работу. В плакатах ребята отразили свое отношение к наркомании и курению, привели общеизвестные факты негативного последствия употребления наркотических средств. Также выставка была посвящена проектам эмблемы 60-летия города. Я участвовала в конкурсе проектов эмблемы города Сибая, посвященной 60-летию. И я хотела, чтобы моя эмблема не повторялась, была неповторимой и красивой. Я просто сама решила так участвовать. Мне очень понравилось, и я попала в номинацию. На ней изображена эмблема города Сибая, также, естественно, башкирский флаг и курай 7 племен. Всем известно, что мы готовимся к юбилею. Я думаю, вот этот знак, логотип очень нужен и очень актуален сегодня. Он нужен нам будет на каких-то изданиях, каких-то плакатах, так ведь? То есть в полиграфии. Я думаю, что будут издаваться значки, будут издаваться футболки. Вы знаете, мне понравилось. Сегодня это первый этап этого конкурса. Я думаю, он будет продолжаться еще. И есть хорошие работы, и мы подвели итоги первого этапа. Пользуясь случаем, я приглашаю участвовать и других художников. Я думаю, что этот конкурс можно продолжить, тем более юбилей у нас впереди осенью. Юлия Харисова, Игуль Хамитова, Радмир Исянгулов, телекомпания СТВ.